Сейчас говорят 3 дня, чтобы я выходил. 3 раза, что ли, что такое. Пока у меня вот гости, ведущие, там вот это все заблокировано еще пока. Ага. Время нашел вчера. Бүгін меке. Кешені бүгін мі? Ты, нашики, барат кешесі. Так что, если что, всех мусульман, так скажем, поздравляю. Аллаға, как говорится, шанып деген кебек. Туба қалып, намаз оқып. Өткізген болған сыдырында, или өткізерген осы болсын, нешеге еткен білмеймін. Шулай, бүгін кешірек шағырған болдым, потому что никак не могу это со временем решиться выходить. Здесь сейчас я тоже хочу на другой тикток запись вести, чтобы по 10 минут записывать будем, там тоже посмотрим. Ну, сегодня я хотел чуть-чуть историю почитать. Вот для начала историю почитаем, а потом уже будем читать, наверное, новости, потому что история, книга очень большая, надо его до ума довести дочитать. Как, ну, вот мне как раз на 43-й странице остановился. Надо этот продолжать читать. Сейчас я как-нибудь полегче телефон в руки возьму. Так. Ну, что там творится в мире, пока уж попутно будем обсуждать об этом тоже. Вот. Продолжу историю Алдар Батыра. Именно смысл, для чего я это читаю, мы потом будем, так скажем, дочитаем по нему и будем делать выводы от этого. Для чего это читается? Но там очень жирный намек идет кое-кому. И как бы я эту книгу, ну, так скажем, не книгу, вопрос был задан мной, точнее, чтобы мне дали ответы, и мне вот скинули ответы. На днях какое-то видео тоже прилетело, и видео можно послушать, только там о чем не знаю, я его еще не открывал даже. Ну, попутно мы будем понимать, о чем там. Так, 43-я страница, да, получается? О чем было дело? Мне уже кто-то написал то, что не верь, это... вспомнил комментарий. Это типа русские написали. Нет, вот именно. Именно это не русские написали. Именно вот принципиально мы нашли эту книгу от, так скажем, академика Башкортостана, который историк, академик или как его, я не знаю. Ну, короче, самый шаристый человек, который, как говорится, это труды его, ну, не только не его, там много их таких. Вот делались выводы из всяких писаний, так скажем. Ну, как сказать вам, правдивость в нем, прям уже даже вот до 43-й страницы, она уже ясна, что она правдивая, потому что там очень много противоречий, которые именно дает нам понять, что узкий мир и тогда был гнилой, вот такой же маньячеловский, как сейчас в Украине. Один черт. Вот оно не менялось и в 1700 году, и до этого, наверное. Но речь идет от 1704 года у нас. Сыр-бор идет от этого история. Поэтому, так, вот сейчас, давайте до 43-го, мы там 42-43, мы сейчас вспоминать будем, о чем мы, где остановились, и продолжаем. Так, здесь тоже я тогда эфир включу, 10 минут, запись. Так, салям, сегодня продолжение Алдар Батыр. Так, имя, да, Алдар Батыр, да? Если так подумать, Алдар Батыр. Такое имя, да? Интересно, да, раньше были такие имена странные. Алдар это типа обманывает, Алдар Батыр. Ну, так. Ну, там суть идет вот про Мурада, вот 43-я страница. Чуть-чуть наверх я поднимусь по абзацу, и мы поймем продолжение всего. Так, 2 человека, 5 зрителей. Давайте начнем. Так, мне сейчас надо перевернуть это. Фигню, телефон. Увеличить чуть-чуть, ни хрена не видно. Так, сейчас размерчик выставим. Ну, тут так. Можно, оказывается. Давайте вот прямо отсюда будем вспоминать. Вот как раз чуть-чуть воспоминания нашего другого эфира, как раз утыкание туркам. Вот как раз таки вот по теме. Прям, понимаете, история, она повторяется. Это удивительно, но это вот для меня даже факт это. Итак, начнем вот просто с абзаца, так, 41-й страница. Так, дав Мурату рекомендательное письмо и 2 провожатых кубанцы, то есть кубанские нагайцы, отправили их дальше в Крым. По прочтении письма крымский хан Гази-Гирей III 1704-1707 сказал, что о приеме его и башкирцев указа учинить не смеет, для того, что живет под властью султана турецкого, потому что у султана турецкого и у него хана с царским величеством учинен мир. Поэтому дав Мурату к султану турецкому лист и то башкирское письмо с просьбой о принятии в крымское турецкое подданство, крымский хан отправил башкирских послов в Стамбул. И приехал Мурат в Царьград, и посыльщик хана в Царьграде объявил о нем визирю Махмету. Через неделю визирь принял Мурада, но высказал о том же духе, что и крымский хан, чтобы принять и на выручку войска послать для приема башкирцев невозможно, для того, что у султана турецкого и у крымского хана царем московским учинен мир. Поэтому визирь предложил Мураду и башкирцам самим переселиться в Крым, и тогда султан Дихану крымскому принять их велит и место даст. Выдав Мураду жалование 320 левков, визирь приказал посадить послов за крепкий караул. Как раз вот вспомнили, да, ведь? Получается, башкирцам, их называли башкирцами почему-то, этим башкирцам, так скажем, нашим башкиртам, турки, эти сраные турки, Стамбул, и крымские татары, этот гирей какой-то хуй, они не дали помощи, когда они хотели пойти на Москву. Понимаете смысл какой? А сейчас, я это буду повторяться по жизни, пока я жив, буду повторяться, а сейчас кое-какие пидоры нас хотят в это дерьмо под названием Туран засунуть. Вы сперва себе, как говорится, языки в жопу засуньте, а потом диктуйте нам, как дальше быть, как башкиртам и татарам, как жить, блядь. Учите нахуй своих сыновей и дочерей нахуй, чтобы меньше сосали нахуй, чтобы потом нам не учить, блядь, как историю вести, блядь. Понимаете смысл? Надеюсь, догоняют люди, к кому это относится, которые мозги ебут со своим Тураном нахуй. Надеюсь, ответил, блядь, пошла створа, блядь. Идем дальше. Дальнейшие события походили на приключенческий роман. Ну да, еще добавлю. В телеге, короче, тоже начинает мне мозг выносить кое-какие люди. Я понял, что, блядь, нахуй, очищать надо их, нахуй. Вот вчера на днях тоже один до этого мозг ебал, потом второй вышел, блядь, нахуй, мозга ебать начал, блядь, про какие-то, нахуй, Афганистан, про какую-то, нахуй, поебутину, нахуй, блядь. Башкортостан и Татарстан в первую очередь должен с собой разобраться, нахуй. Нам чужие какие-то, блядь, проблемы пока нахуй не нужны.
Вот это тоже я вспомнил, сейчас отвечу, думаю, сразу попутно, блядь, с этой же книжкой. Почему? Потому что как Дагестан. Не быть как Дагестан. Понимаете, когда Дагестан орет, плачет, Палестина, Газа, Газа, а сами в жопе. Сперва самими собой надо разобраться, блядь. Давайте уничтожим Путина, а потом уже будем пиздеть, кому помочь, блядь. Потом хоть на Луну с этим Илоном Маском езжайте нахуй и спасайте нахуй инопланетян. Мне похуй будет. Но вначале давайте решим вот здесь нахуй, в Пидорасии, блядь, отделение вот этого ебаного нахуй от Москвы, блядь. А потом делайте, что хотите, нахуй, дрочите нахуй с инопланетянами. Возьмите Илона Маска нахуй и ебитесь нам им в жопу нахуй вместе все вот эти, кто нахуй, спасатели мира нахуй, блядь. Спасите себя сперва, блядь. А не ебитесь там где-нибудь там, в ебенях нахуй. Там вон, Сирия сама себе помогла, пусть Сирия сейчас Газе помогает выкарабкиваться. Вот и все. Если было бы у меня свое государство, я бы в первую очередь помог бы. Но у меня нет его. Поэтому сперва давайте сделаем это государство, Башкортостан и Татарстан. А потом уже помогать будем всем нахуй, кому не лень, блядь. Так, идем дальше. Дальнейшие события походили на приключенческий роман. И он де Амурат, ну такой старый русский, блядь, какой-то нахуй язык. Он де Мурат, Д, раньше Д говорили почему-то, не Ж, а Д, блядь, ебать. Жеше-меше нахуй. Пиши, блядь, букву И, да? И он де Амурат из-за караула написал своей рукой к самому султану турецкому челобитную, зачем он прислан, и что его визирь отправил не объявя, ему и то челобитную послал из-за караула башкирца своего, велел купя платье турецкое, то и челобитное подать самому султану, и тот же башкирец тут его челобитную самому султану на пути подал, то есть переодетый башкир сумел вручить челобитную султану во время его выхода в город. Лишь после этого послы Урала сумели пробиться на аудиенцию к султану. Ахмед III, 1703-1730, выслушав их, принял очень противоречивое решение. Он велел крымскому хану принять башкир в свое подданство и дать им войско, но при условии, что они не будут чинить разорения какого, и людям обид не будет, потому что где турецкий султан с царем русским учинил крепкий мир. Прям вот это, блядь, нахуй, я уже второй раз читаю, блядь. Меня аж тошнит, блядь, учинил крепкий мир, блядь. А сейчас что, Эрдоган, блядь, не крепкий мир у него, да? Эрдоган же сидит, у него не мир, блядь. Он сидит на двух колах, нахуй. Один Америка, а другой, нахуй, Путин. Вот на двух колах он сидит вот так, блядь, ему бачку долбится, нахуй, два кола, нахуй. Понимаете смысл какой? И вы у них просите помощи. Кошапчики ебаные, татаристы сраные, нахуй. Помощь просят они, блядь. Нет свой народ, нахуй, блядь, на уши поднять. Они просят какого-то сраного турка, нахуй, блядь, Эрдоганчикой, гребаного, нахуй. Так, что там, где мы остановились? Крепкий мир. После этого он дал Мураду халат, 2000 левков и отправил обратно в Крым. Понимаете, вот, как бы, грубо говоря, так скажем, киданул, грубо говоря, и крымский, и этот киданули, короче. И все на этом. Сейчас я запишу вот это. Тут на другой тикток тоже кидаю. Так, что за число, блядь? 14. Сейчас, так, секунду. Сори. Сейчас мы будем утрясти. Я же, как всегда говорю, я не хотел читать историю. Мне говорили, читай историю, там, историю изучай туда-сюда. Ну вот, начал историю изучать. Думаю, нахуй. Никому нахуй. От этого легче не станет теперь, от этой истории. Как говорится, жопу будем открывать всем народам, кто хуйней маялся раньше. И давать понятки. По поняткам нахуй будем разбираться. Кто чего нахуй, как дышит, блядь. Кого ебет, у кого сосет, будем разбираться. Так, ты ёпта. Сейчас. Так, 14 февраля, да? Что там? Так, окей. Так, и, сейчас, секунду. Что там? Так, тарих. Так, 43 страница. Сори, сейчас, секунду, все, дальше идем сейчас. Просто вот эта запись, меня бесит, блин. Везде у меня это блокирует просто эти. Поэтому у меня приходится вот так по 10 минут записывать, херню мается, короче, да? Детский сад какой-то, блядь. Тупорылый, блядь. Нет, блядь, открывает YouTube, его еще блокируют. Нахрена ты его, если открываешь, блокируешь, блядь? Да дай до свободы, блядь. Даже в Ютубе нет свободы, блядь. Еще они, эти пидоры, нахуй, кричат о демократии. Какая нахуй демократия, блядь? Полный, блядь, ересь. Свободы, блядь. Даже в Ютубе нет свободы, блядь. Еще они, эти пидоры, нахуй, кричат о демократии. Какая нахуй демократия, блядь? Полный, блядь, ересь. Всем касается. Это не только Украина, тут Украина просто сейчас под раздачу попала. Это касается всем. Вот сейчас. Просто у меня сейчас YouTube все закрыты, я не могу эфир вести. Мыслей очень много накопилось, я не знаю, как их надо будет не забыть, вытаскивать с мозга. Вот прикиньте. Давайте вот отталкиваться от Украины. Вот Украина хотела свободы, окей, независимости. Я вот в течение вот этого года говорил, ноль внимания. Вроде бы, да, все, лайк, классно, говоришь, нет движника. Как этот Путин сказал, движухи нету, блядь. Движухи-то нету. Вот эти, те, которые, блядь, разговаривают, Цымбалюк, еще кто-то, все вот они говорят. Зачем говорить? Если вы не говорите поцельно, цели-то нет от этих разговоров. Я к чему? Вот давайте как-то мне мысли сосредотачивать очень тяжело. Вот их собирать в одну кучу. Вот там я могу раскидаться, как бы с тем уйти. Давайте вот так вот начнем с карты. Представим карту. Америка, Европа, посередине берем Украину и Башкортостан. Москва вообще не при делах здесь. Вот прикиньте. Я все время, вот в течение этого года, когда я еще сегодня не показывал, блядь, все говорили, рожу покажи, вот я нахуй. Я говорил, Башкортостан, Татарстан, Украина должны быть независимые. Это я азбуку можно не открываю. Независимые. Каким образом? Независимые, это значит независимые нахуй от Европы и от Америки. Не должна быть нахуй над вами какая-то гегемоническая нахуй пизда, блядь. Так сказать, даже не пизда, а, блядь, нахуй дырище нахуй. Какой-то там вакуум, блядь. Как дыра, блядь, в космосе, блядь. Зашел и проебался там. Вот этого не должно быть, блядь. Это атрофирование мозгов, нахуй, называется у людей. Долбиться в какое-то нахуй дупло, где там нет дна, блядь. Это я к чему, блядь? К тому, что, блядь, нахуй, еще тупее, нахуй, людей надо поискать еще, блядь. Когда идет речь о независимости Украины,
или там моего Башкортостана, это значит идет речь о ней, о них, а не об Европе и не Америке. Тут Москва даже вообще нахуй в стороночке курит, нахуй она вообще нам не нужна даже. Теперь, к чему я хочу донести эту мысль свою? Я как бы отошел пока от истории, пока не забыл, да? Я вспомнил просто. Потому что независимость Украины– это независимость лично украинского народа. Они не европейцы, они не американцы, они украинцы. Как моя тетя, вот моя тетя умерла, украинка. Они украинцы. Я башкортостанец, родом с Узбекистана. Понимаете смысл? Что-то слышно же, да? Вы понимаете, вкуриваете? В этот базар, это смысл. Что-то слышно же, да? Вы понимаете, вкуриваете? В этот базар, это смысл. Что-то слышно же, да? Вы понимаете? Теперь какой-то пидор приходит нахуй под Киевом или выше, или ниже, и им похуй, блядь. И вот этот момент, народ может понимать, под Киевом или выше, или ниже, и им похуй, блядь. И вот этот момент, народ может понимать, потому что они рядом. Страх-то, блядь, у них. Чувство-то есть. И вот этот промежуток, нахуй, лоховства, это лоховство даже нам относится. Если Украина лошарит, значит мы тоже лошарим. Имеется в виду регионы. Не только один Башкортостан, а Украина лошарит, значит мы тоже лошарим. Имеется в виду регионы. Не только один Башкортостан. Имеется в виду регионы. Не только один Башкортостан, а регионы.